Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. Утро субботы, 14 августа, в поселке Максаголох Хангаласского района началось со стрельбы. Ранним утром в сквере возле комплекса «Цементник» собралась молодежь, где между двумя работниками цементного завода произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой 33-летний мужчина, ранее отбывавший срок уголовного наказания, схватился за нож и пошел на своего оппонента, 26-летнего, тоже ранее привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя. Присутствовавшие в сквере граждане пытались выбить из рук мужчины нож. В это время 26-летний участник инцидента ушел домой и вернулся оттуда с гладкоствольным ружьем. Он произвел один выстрел в воздух, с его слов, чтобы испугать оппонента, а когда это не воздействовало, произвел один выстрел в область живота. Потерпевший госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи, стрелявший задержан. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Органами дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Пострадавший находится на стационарном лечении. 13 августа в поселке Марха произошло смертельное ДТП. Женщина съехала с дороги, а автомобиль опрокинулся в водоем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних. 16-летний юноша и 12-летняя девочка. В момент дорожно-транспортного происшествия подросток находился на заднем пассажирском сиденье за водителем. Врачи юноши поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Ну а девочка находилась за передним пассажирским сиденьем сзади. У несовершеннолетней было диагностировано компрессионный перелом позвоночника и ушиб грудной клетки. Оба пострадавшие были госпитализированы в Национальный центр материнства и детства. Третий пострадавший человек, 69-летняя женщина, которая в момент дорожно-транспортного происшествия находилась на переднем пассажирском сиденье, была госпитализирована в республиканскую больницу, где после клинической смерти, не приходя в сознание, женщина умерла в медучреждении. Ну а сама автоледи тоже была доставлена в больницу, где ей был поставлен диагноз ушиб мягкой ткани щеки справа и ссадина передней поверхности шеи справа. Также назначено амбулаторное лечение. Водитель была трезва. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности. С ее слов следует, что в какой-то момент машина перестала слушаться управления. Еще одна новость от ГИБДД. По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет выросло на 35%. Об этом, приводя статистику за 7 месяцев, заявил заместитель министра внутренних дел по Якутии Александр Лукин в ходе прямого эфира в социальных сетях. Напомним, 2 недели назад в Усть-Алданском районе погибли 2 детей, управлявших мотоциклом. Родители одного из подростков приобрели машину в подарок. Он катался по селу с друзьями без защитного обмундирования и без шлема. Замминистра отметил, что за 7 месяцев произошло 382 ДТП, где погиб 31 человек и 505 получили травмы. 54 ДТП было с участием детей. Он призвал водителей быть особенно бдительными в условиях ограниченной видимости при задымлении. Об обстановке с лесными пожарами ежедневно сообщают власти, средства массовой информации, оперативный штаб и сам глава республики. По последней информации, дожди могут немного облегчить оперативную обстановку. Однако в добровольческом штабе ждут всех неравнодушных. Впрочем, есть примеры настоящей поддержки. Так, в Якутию на тушение лесных пожаров прибыли 3 добровольцев из села Березовка Красноярского края. Как сообщает ИСИА, Виктор Зорин, Артем Сучков и Иван Лазунин добирались до Якутии 4 дня, а на проезд скинулись всем селом. Ехали они на поезде. Наша задача – предотвращение пожара. Это наш общий дом. Если там мои дети видят этот дым, то здесь, в Якутии, дети это чувствуют, сказал Виктор Зорин. Ребята никогда ранее не тушили пожары. Артем и Иван являются студентами, а Виктор работает сварщиком. Сейчас они работают на тушении в Мегино-Кангаласском районе в селе Хара. Всего на тушении лесных пожаров работает более 400 волонтеров. Более 1200 жителей Якутии уже побывало на тушении. Напомним, общественный добровольческий штаб находится в здании Дворца спорта 50 лет Победы по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, 28. В штабе ждут всех, кто желает вступить в ряды добровольцев или желает оказать помощь. Телефоны колл-центра вы видите на своих экранах: 8 914 824 7506, а также код города Якутска 50 88 92.
На этом все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя.